До начала концерта считанные минуты. Зрители с нетерпением ожидают, когда на сцену Алекминского центра культуры выйдут даже не просто артисты. Артисты Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко, но любимые земляки Дмитрий Никифоров-Келлер и Евгения Илиева. Для кого-то это ученики, для кого-то друзья, для кого-то родственники. Сильные голоса подняли сам зал, окутав зрителей чарующей дымкой. Классику исполнения в Алекминске услышишь редко. Это настоящий подарок для души. Многие не подозревали, что из обычного мальчика вырастет одаренный музыкант, профессиональный исполнитель. Сегодня у нас очень интересный гость в студии Дмитрий Никифоров-Келлер. В Алекминске его очень хорошо знают не только как получившего известность уже на республиканской сцене, я думаю, не только на республиканской, но и знают как просто замечательного парня, хорошего брата, друга, ну и, в принципе, очень многогранного человека. Буквально недавно у нас прошел концерт в Алекминске, это было у нас в субботу, да? В субботу, где зрители Алекминска получили уникальнейшую возможность услышать вот пение настоящее, академическое, да, называется? Академическое пение, да. Да, то есть это вот для Алекминска, конечно, очень редко такая возможность бывает, потому что это в основном телевизор, а живой звук, живой голос и телевизор, конечно, не сравнить. Вот хотелось узнать, как получилось так, что мальчик, который учился, в принципе, в обычной школе, ну, учился он в музыкалке, да, я в курсе, но, тем не менее, вот, больших таких, все дети поют сейчас, да? Вот, ну да, творчески развиваются. Да, казалось бы, творческое развитие есть, очень многие хорошо поют и под гитары и прочее. Как получилось, что такой шаг от обыденности вот настолько вот вверх? Ну, проанализировать, наверное, уже свою жизнь. Вообще, пристрастие к музыке, какие-то способности, вообще какие-то способности музыкальные уже проявлялись в детском саду с раннего возраста, потому что хотелось, ну, наверное, петь. Мне очень нравилось звучание фортепиано на музыкальных занятиях в детском саду. Тогда я заметил, что когда дети неправильно поют, неправильно вступают, неправильно интонируют, мне это сильно в детстве раздражало. Ты уже слышал? Я уже слышал, да, тогда уже был хороший слух на тот момент. И, наверное, с тех пор. Но вот по жизни как-то мне всегда вот нравилось фортепиано, я хотел заниматься, я прямо шел в музыкальную школу, вел маму, все, пошли записываться. Куда? В музыкальную школу. Пойдем, пойдем. Это в каком классе? Это я учился в общеобразовательном во 2 классе, 94-й год получается, или 95-й. Ну, в общем, вот в этих годах пошел в музыкальную школу, 2 года поступил, прослушался, поступил. Мне сказали, нужно на скрипку учиться, но так как скрипки у нас нет, будешь на фортепиано. Ну, я, в принципе, и хотел на фортепиано, что мне очень сильно устроило. И так я начал учиться. 2 года я учился на фортепиано без инструмента дома. Я сидел дома, ноты учил просто до, ре, ми, фа, соль, 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 фа, ми, ре, до, до. И вот так сидел, учил ноты, приходил на занятия и играл по памяти.
Когда-то занимался у мамы в садике на инструменте по вечерам. Она оставалась вместе со мной, открывала мне музыкальный зал, и я сидел на инструменте, учил эту программу музыкальную. Ну вот так, какими-то вот такими шажочками, ну и пришел к музыке. Но к пению именно я пришел в студенческие годы, потому что когда я учился в музыкальной школе, у нас был хор, конечно, у нас был замечательный педагог Улазова Татьяна Александровна, она прекрасно хор вела, вот этот «Талисман», ансамбль был чудесный. Очень сильно хотелось петь, но в то время у меня была уже вот эта ломка голоса, и мне запретили петь. Ну, что правильно сделали, на самом деле. Я замолчал. Фактически я молчал, не пел до 11 класса. Только на выпускном в 11 классе я вот выступил, спел. Это было тоже спонтанно достаточно. И потом уже, когда поступил здесь, в ЕГСХ, учился на экономиста и сразу же попал в ряды студенческого правкома, и началась творческая жизнь, потому что у нас была очень такая яркая, большая, дружная команда, как семья. У нас не было разграничений между обязанностями, мы делали все. Каждый делал все. И мы организовывали очень много мероприятий, концерты, дискотеки, выступали, выезжали вот в Якутск на академическую весну. И, соответственно, там, конечно, нужно было петь КВН, петь выступления какие-то, все связано с пением. И вот как-то потихонечку. Но потом, когда я учился на 2 курсе, Березкин Леонид Васильевич, по образованию дирижер, преподаватель эстетики, да, на то время он был в техникуме, и он, вот, скорее всего, с его инициативы был создан сводный хор ЕГСХ и техникума. И вот тогда я понял, что мне нравится вот это. Мне нравится пение, мне нравится, когда есть вот грамотный руководитель. Тем более, еще мы пели такие патриотические песни, красивые достаточно. То, что я и люблю, потому что у нас в семье это тоже, ну, мама нас так воспитала в духе патриотики, в православном духе достаточно высоком. И мне это очень сильно нравилось. И как-то вот постепенно, наверное, вот я пришел, когда я закончил ЕГСХ, я в ДК вернулся в театральную студию Бельчисовой Елене Анатольевне. Там мы тоже и пели, и ставили какие-то театрализованные постановки. Тоже было очень интересно. А потом приехал вот мой друг Александр Томский. Творческая семья приехала молодая, Томских, да, Александр и Виктория. И вот тогда закрутилось, мы как-то познакомились так легко, все прекрасно. И вот он радио здесь открывал, мы эфиры там проводили. Вот, ну, интересно было, концерты организовывали. Так творчески интересно было заниматься этим всем. Еще вот Евгения Котелянец тоже была в нашей команде. Она организовывала, тоже нам помогала организовывать. Танцы вот ставила. Все было очень круто на самом деле. И благодаря вот Саше, скорее всего, был такой самый яркий и большой толчок в продвижении меня вот именно вот по этой творческой линии, когда я к нему пришел в студию, он говорит, давай песню запишем твою любую, какую хочешь, просто вот какую тебе нравится. И такой, ну давай, классно, на то время, вау, классно записаться в студии. Мы записали песню Unchained Melody из кинофильма «Привидение». Вот «Oh, my love, my darling». Вот эту песню записали, ну и я и довольно скакал такой. И потом через недели-две я прихожу к нему, он говорит, ну все, ты едешь в Якутск на конкурс «Серебряной ноты Туймады», ты прошел финал. В смысле? Какой финал? Это же в Якутск надо ехать. Как ты ж? А он, оказывается, отправил эту запись. Вот, да, в то время «Серебряной ноты Туймады» проводился по инициативе радио «Виктория» в Якутске. И он отправил туда, там голосование проходило на радио, и вот прошли. И я такой, ну ок, хорошо. Саша договорился с районом, с управлением культуры, чтобы мне оплатили дорогу до Якутска туда и обратно. Ну вот что, вот ведь человек далеко от скорой. Да, и очень инициативный, очень деятельный, такой был амбициозный. И я поехал туда.
победил в номинации, там по номинациям было все, победил в номинации «Эстрадная песня», взял еще приз зрительских симпатий. Вообще для меня это был такой шок, на самом деле, первый конкурс. И вот толчок вот такой, что я вот что-то могу вот в этом плане именно вокальном. Тут-то, ну, как-то, ну, занимаюсь вот вокалом, да. Ну, как вокалом, просто пою. 2010 год. 2012 год это был. Пели еще две девушки, было вас двое. Это было Алекминск, то ли это был гимн Алекминска, что-то вот такое. Ну, это песня про Алекминск. Новая песня это была. Да, новая песня. Это Саша тоже написал. Да. Я в то время жил в Якутске. Это тогда... Ну, Саша тоже уже в Якутске в то время жил, он тоже приехал туда, и это было написано к юбилею города, эта песня, да, и был там разговор, что я тоже туда еду, ну, выступать, и он мне звонит, он все время мне звонил, послушай, я тебе отправил там на WhatsApp или на почту отрывок песни, это вот новая песня, нужно послушать, ну, оцени. Мнение спрашивал и отправляет эту песню, говорит, сможешь такую спеть? Есть в России уголок, от столицы он далек. Я говорю, да без проблем, в чем проблема? Конечно, спою прикольные стихи, классная музыка, все замечательно. Конечно, спою. И вот так, он же приехал сюда, записал тут вот местных ребят, да, вокалистов. И потом я приехал, тоже дописался, и мы выступали с этой еще песней в парке на День города. Да. Сперва я знаю, что место работы было никак не связано с музыкальным. Ну, у меня и образование первое не связано с никак с музыкальным. Бухучет, анализ, аудит как-то. Совсем не рядом. Да, на самом деле, ну, бухучет, анализ, аудит. Хорошая жизненная школа, знаете. Закончил на красный диплом, как я его закончил, не знаю, не понимаю до сих пор. Но закончил, получил образование, и год только я, 1,5 года и где-то я работал по профессии, по диплому. А потом ушел вот в сферу авиации, работал кассиром авиа, от кассира начал, закончил замгенеральным. Посвятил это 9 лет своей жизни вот в этой сфере. Было очень интересно, жутко, потому что авиация это тоже своего рода такая творческая работа, интересная работа с людьми. И, ну, было интересно на самом деле, но на протяжении всего этого времени, вот эта творческая составляющая моей жизни, вот это хобби мое на то время, оно занимало тоже большую часть. И в последние годы, когда я работал вот в авиации, я уже понимал, что вот мне вот этого мало. В авиации я уже все узнал, мне неинтересно становилось уже как-то, ну, я уже все знаю, к чему стремиться, что на летчика идти, что никто не возьмет. Я старый, на диспетчера тоже. И вот меня тянуло прямо, вот я хочу заниматься творчеством, хочу. И в 2017 году был образован симфонический хор филармонии, и было прослушивание туда. Но я не до такой степени в себя верил, потому что все-таки симфонический хор – это уровень. И я подумал, что там нужно образование обязательно для того, чтобы вот вступить в состав вот этого коллектива. И как-то вот постеснялся я подать заявку, а потом пришел на презентацию, смотрю, там стоит мой хороший друг, и не понял. А он тут что делает? Это Леонид Анциферов, тоже известный достаточно певец. Он тоже любитель на то время был. Точно так же работал не в музыкальной сфере, а вот свое свободное время посвящал творчеству. И он был поувереннее в себе, и вот он подал заявку и прошел прослушивание. Я смотрю, на презентации стоит, поет в хоре. Ага. А я что тогда сижу? Ну, в общем, презентация в октябре прошла, а я вот пока там, с работы туда-сюда, только в феврале связался с хормейстером, узнал, нужны ли им баритоны, и она пригласила на прослушивание, прослушался, и меня взяли, но с условием того, что я буду получать высшее образование музыкальное. И вот тоже в 2018 году, получается, вместе с Леонидом мы вот поступили в высшую школу музыки, и в этом году мы ее закончили, получив образование в высшем образовании. Это дает именно музыкальное образование? Что оно дает?
Ну, оно много чего дает на самом деле, потому что если ты работаешь в музыке, соответственно, ты должен понимать, что ты делаешь. Ну, как и везде, впрочем, да? Во-первых, это основа основ, это теория музыки, сольфеджио, это понимание музыки в первую очередь, самое важное, осмысление музыки, это владение своим голосом, потому что многие люди думают, что а что там не петь, ну стоишь, рот открываешь, ну и поешь, в общем-то. На самом деле нет, потому что пение одно из сложнейших профессий, вообще творческих. Музыканты, инструменталисты тоже. Почему? Потому что мы не только физические свои силы тратим, но и энергетические, потому что после концерта у тебя состояние непонятное, это перевозбуждение эмоциональное, и в то же время у тебя тоже сил нету, потому что ты много отдал. И это огромное умение, знание, как владеть инструментом, в данном случае голосом. Это же не просто так рот открыл. Тут задействовано абсолютно все. При академическом пении в особенности, потому что нету вот этого усиления звука через микрофоны, через какую-то технику. Это же все вживую. Вот мы на концерте пели, кстати, нужно отметить, что в нашем ДК прекрасная акустика. Ну, я получил удовольствие петь на сцене, потому что акустика, вот прям она очень хорошая. Вот пели, и все было прекрасно. Вот тот посыл был, отражение, вообще все замечательно. До тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы долгая нежность друг друга. Мы нежность, Ну, возвращаясь к теме, академически поешь, задействованы не только, грубо говоря, голосовые связки. Тут и голосовые связки. И вообще голосовые связки на самом деле в академическом пении играют какую-то, ну, можно сказать, ну, второстепенную роль, потому что они создают звук. Усиление происходит звука за счет правильной техники диафрагмы, работы диафрагмы. Нужно контролировать дыхание, потом гортань, резонаторы, вот наши пазухи, носовые, лобные, все это резонирует, вот верхнее наше, вот лицо, череп, это наши верхние резонаторы, грудь, это нижние резонаторы, все это в комплексе, все. Абсолютно. Все это работает, это должно работать абсолютно правильно и в комплексе. Если это неправильно будет работать, то можно вообще потерять голос. Ну, это крик получается, на который удар по связкам. Связки нужно беречь. И помогает в этом вот именно вот эта техника. То есть есть дар, ну, скажем так. Ну да, это всего лишь, наверное, 10%, если не 1% от того, что имеет профессиональный певец, тем более академический. Потому что все остальное, 99-90%, это труд, то, что ты вот учишься, нарабатываешь в течение всей своей жизни. Вот мы закончили, но мы еще учимся, нам еще учиться и учиться, нам столько техники нужно познавать. Ну, то есть это обучение в течение всей своей жизни, до самого конца, мне кажется. Сколько вообще длится карьера в среднем человека, который занимается исполнением? Ну, это такой вопрос.
все зависит от самого человека, как он будет беречь вот, свой голосовой аппарат, как он будет к нему относиться, в каких условиях он будет жить. И самое главное, конечно, как он будет владеть техникой. Если техника будет безупречная, то можно петь вообще до самой старости. Абсолютно. Люди поют вообще там до 90 лет. Ну, есть такие индивиды, их, конечно, мало, но тем не менее поют. Кто-то из детей унаследовал? Есть вот какая-то? Унаследовал. Есть, ну вот сейчас старший Назар, он учится в музыкальной школе на баяне, сам выбрал баян, с удовольствием ходит. Ну, насколько его хватит, я еще не знаю, потому что это же такое же дело. Я сам пытался с музыкальной школы уйти в 4 классе. У меня ничего не получилось. Я сидел и думал, а что это я ухожу, и уже 3 года отучиться осталось. Нет, я доучусь. Вот так. Ну, и посмотрим, чем это все закончится. Младший тоже любит петь. Ну, ты же слышишь, как бы анализируешь интонацию, и как они, слух. Ну, слух есть. Как это будет дальше развиваться, ну, время покажет. А супруга поддерживает? Очень сильно поддерживает. На самом деле, один из самых главных факторов того, что я вот поменял свою жизнь, прям перевернул ее, да, на 180 градусов, вот это надежный тыл. И поддержка огромная, потому что когда я уходил с авиации, я пришел, а у нас маленький ребенок. На то время Назару было 5 лет, да, ну, да, 5-й год шел. Ипотека, квартира вот достраивалась, которой нужно будет ремонт, да, делать. И я пришел, говорю, вот такая вот идея у меня, только я вот уйду, и я не знаю, сколько я буду получать зарплату, честно говоря. Тут-то все как было ясно, я не знаю, но вот очень сильно хочется прямо вот это мое, потому что там я уже задыхаюсь, и, ну, мне неинтересно. Ну, без проблем, хочешь, иди. Вот так было сказано. Все. Без столики сомнений, без каких-то там обсуждений. Хочешь, иди, пожалуйста, вот. С Богом. И все. И это больше еще сил придало. И все чудесно сложилось в итоге. Вот так. Ну и всегда она поддерживает. В течение всех вот этих 5 лет, что уже 6, что работаю в филармонии, всегда поддержка огромная. Ну, да, это же выезды, это же Конечно, это совершенно постоянно гастроли. отсутствие. Абсолютно. Все время в каких-то разъездах. В прошлом году вообще очень насыщенный был год по выездам. И, да и в этом тоже, в принципе. Так что все время она, получается, с детьми остается, там все хозяйство в ней. И, ну, это большая поддержка, конечно. Тыл. Очень интересная фамилия. Никифоров, Келлер. Ну, фамилии достаточно распространенные. Никифоров в Якутии, да, ну, она вообще не только в Якутии, но и вообще, в общем, в России, в ближнем зарубежье, да, распространенная фамилия, там разные интерпретации, да, ее есть. Келлер — это вообще как фамилия Иванов России, на самом деле. Это немецкая, еврейско-немецкая фамилия, купеческая, очень распространенная, старинная, переводится как она «подвал». И, ну, это свойственно было купцам, потому что у них были подвалы, и вот оттуда все это дело и пошло. Но дед эстонец, он родился вообще в Казахстане, на самом деле, но вся семья с Эстонии вот туда была как бы переселена, не знаю, как это назвать даже. Ну, в общем, вот, он там записался 16-летним подростком, парнем, в ряды добровольческие по добыче золота и уехал в Якутию. То есть вообще, получается, случайно вышел Рёкминск? Да, на самом деле. Ну и отцовские предки тоже, они спустились с Унтарского района, насколько мне известно. А вот, кстати, в тех районах, особенно в Нюрбе, очень распространенная фамилия Никифоровой. И, может быть, они нюрбинские, может быть, они сунтарские. Точно неизвестно, потому что я не застал ни дедушку, вот, папиного папу, ни бабушку я застал, и его маму, да, получается. Я застал вообще только одного дедушку, вот, Келлер.
Келлера Освальда Августовича я застал, и то я маленький был, только руки его помню, и все. Я помню, он был очень большим человеком, и огромные руки его помню. Как он мне игрушки дает, подарочки. Все, больше ничего не помню, а остальных я вообще никого не застал. А у кого был голос? Не могу сказать, честно говоря, не могу. У нас певцов, ну я не слышал, чтобы вот так ну, кто-то пел из родителей, что папа, что мама. Ну, как-то они были творчески развиты, но не в этой сфере. Отец очень хорошо рисовал. Мама вообще была отличным педагогом, как-то она вот педагог, очень хорошо сочиняла, крайне грамотный человек была вообще в русском языке, литературе, абсолютно у нас огромная библиотека, классика прямо такая, все это перечитано на 100 раз. Вот, ну, вот какая-то вот такая ну, интеллигентная семья достаточно была. И много чего было вычерпано вот из этого. Но чтобы пение, вот именно, я знаю, что у нас в семье, мама мне рассказывала, был только один музыкант, это прадед, который отец дедушки вот Келлера Освальда Августовича, Август получается, он играл на бутылках. Ну, бутылки, вот как ксилофон делают, воду набирают в бутылочки, и вот он играл вот на этих бутылках. Единственный музыкант в семье, которого я знаю, вот только он, а все остальное вообще не знаю. Вообще в то время мало, не было же привычки детям рассказывать о себе, о своем детстве, о своем там отрочестве, юношестве, о предках вообще. Мне хотелось бы, чтобы вы пожелали нашим молодым литвинчанам, а возможно даже и не совсем молодым. Наверное, открыть в себе талант можно в любом возрасте. И вот ваше пожелание. Конечно, я желаю творческого вдохновения и как-то веры в себя, потому что это основа основ вот того, к чему человек идет на самом деле. Это поддержка в первую очередь, да, самого человека. И я желаю обрести себя и заниматься тем, чем хочет заниматься человек, что придает ему уверенности в себе, удовольствия в жизни, будь то это творчество или нет. Но все равно те навыки, которые заложены в нас с самого детства или с рождения, я желаю развивать, укреплять и ну, не стоять на месте. Вот это развитие должно быть постоянное развитие, узнавание, и все будет хорошо тогда.